Здравствуйте, меня зовут Егоров Айтал, ученик 10 класса, представляю краеведческий кружок РЦ «Юные якутяне». Позвольте представить вам доклад на тему филиала Якутской мужской прогимназии в Намском Улусе и учебы моего прадеда на основе архивных материалов. Цель исследования. На основании анализа архивных материалов Национального архива РЦЯ найти сведения о том, что Якутская мужская прогимназия являлась учреждением, объединяющим в единую сеть все существовавшие школы в Якутии и контролирующим уровень знаний обучаемых. На основании царского указа в 1799 году в крупных улусах Якутии образовались управы, где требовались писари. Вследствие этого возникла острая необходимость в грамотных людях в Намском Улусе. В 1858 году при поддержке служителей Предтеченской церкви жители Намского Улуса подали в Якутский земский суд прошение об открытии учебного заведения в центре Улуса. Земской суд дал согласие на открытие училища при условии, если все расходы на строительство зданий, обучение, зарплату учителей возьмет на себя сам Улус. Собрав 200 рублей в сумме, старосты поручили заняться строительством школы Никифору Байшеву. Строительство было начато в 1859 году, но продолжалось очень долго и закончилось только в 1964. Об открытии народного училища в клировых ведомостях Намской Предтеченской церкви за 1871 год сделана запись. В ней обучалось 18 мальчиков. Ввиду принадлежности Намского училища ведомству Министерства просвещения в Якутской области, контроль деятельности училища, назначение учителей, обеспечение канцелярскими товарами и книгами осуществлял училищный совет Якутской прогимназии. Основными учебными предметами были закон Божий, чтение книги гражданской и церковной печати, письмо, 4 действия арифметики и церковное пение. Преподавание велось на русском языке. Деятельность школы очень строго контролировалась Якутской мужской прогимназией. Время от времени назначенные лица ездили по школам и проверяли процесс обучения и занятий учеников. В архивных материалах нами найдены список учеников, следующих к исключению. Письмо от Намской народной управы директору Якутской прогимназии с просьбой о высылке книг в библиотеку школы. Инструкции народным управам относительно начальных училищ от начальника отделения областного управления Финистова. Программа обучения давалась ребятам очень трудно, вследствие чего некоторые обучались в течение 5-6 лет. Часто практиковалось исключение из школы. Только единицы получали начальное образование. В 1888 году два лучших ученика, Алексей Сивцев и Гаврил Винокуров, были направлены в город Якутск в Якутскую мужскую прогимназию, чтобы продолжить обучение. В ходе своего исследования и сопоставив мое семейное древо, я выяснил, что вышеупомянутый Гаврил Винокуров мой прямой родственник в 5-м поколении. Выводы. В 1971 году в Намском Улусе было открыто одноклассное народное училище, деятельность которой строго контролировалась Якутской мужской прогимназией. К началу учебного года училищный совет Якутской прогимназии обеспечивал учеников канцелярскими принадлежностями. Преподаватели училища направлялись по приказу директора Якутской прогимназии. Преподавание велось на русском языке. В 1987 году ежегодно по 2 лучших ученика направлялись в Якутскую мужскую прогимназию с целью продолжения обучения. Спасибо за внимание.